Здравствуйте, друзья! Мы с вами давно не встречались, и в этом году мы решили начать съемки пораньше. И хотя в огороде лежит толстым слоем снег, мы приступим к подготовке почвы, семян, и может даже что-то посеем. И для этого мы набрали снег, и вы увидите, где он нам понадобится. Перед посевом землю необходимо подготовить. Ее обеззараживаем от грибков, вредных насекомых. Это можно сделать с помощью марганцовки, пролить ее слаборозовым раствором. Можно ее прогреть, что более эффективно против тли и клещей в духовом шкафу. И минут 15-20. Земля должна быть для этого влажная, чтобы она не перегорела там, не превратилась в золу. И не все знают еще, что можно землю обработать в обычной микроволновке. Земля перед обработкой в духовом шкафу и в микроволновке должна быть влажной и слегка утрамбованной. Устанавливается в микроволновку, включается шкаф на максимум и заводим диск на 6 минут. Земля у нас в микроволновке хорошо прогревается, и еще она обмагничивается дополнительно. Это ускоряет рост растений. Они себя чувствуют более здоровыми. Время у нас закончилось. Землю вынимаем и идем готовить смесь. Земля у нас прогрелась, смешивание земли требует время, и мы сейчас приступим к обеззараживанию семян. Для этого мы делаем специальный раствор марганцовки, уже разведенной, добавляем ее до нужного цвета в емкость, нам нужен слаборозовый раствор, чуть-чуть, капелька. Наливаем их в маленькие емкости, и сейчас сюда будем заливаем помаленечку. И на 15 минут сюда засыпаем семена. Для этого вот обрабатываю так я землянику. Плесневелые споры все погибают в ней, грибковые заболевания все уходят. Чтобы не запутать, какой-то у нас был сорт, ставим его обязательно на ту бумажку, в которой лежали. У нас тут есть надпись. Следующий пакетик. И держим это в течение 15 минут. Она у нас там лежит. Мы засекаем время и занимаемся спокойно подготовкой земли самой уже. Некоторые семена, всего 4 семечка в пакетике. Очень ценные и дорогие они получаются. Поэтому тут уже, чтобы не потерять его, вот все 4 упали. Ставим. Все, теперь это у нас все лежит, обеззараживается. Мы займемся непосредственно смешиванием почвы. Тут у нас уже прогретая земля частично есть. Для смеси мы будем использовать землю, просто землю, 2 части земли берем. Вот у нас с микроволновки почва, высыпаем мы сюда. Такую же мисочку набираем, вот у меня уже прогретая была, эта почва ссыпанная. Утрамбовываем, чтобы получилась именно такая же порция. Еще одна. В этой земле очень много различных комочков. Мы их тщательно раскрашиваем. Семечки у нас мелкие. И они просто иногда могут попасть на комочек. И из-за этого просто пересохнет и погибнет. Поэтому комочки иногда тут бывают с палочки. Так, ну вот, землю покрошили. Теперь мы сюда насыпем такую же порцию песочка. Песочек тоже был прогретый, это все заранее делается. Песок лежал прогретым. Песка берем 1 часть. Его достаточно. Песок ложится для того, чтобы земля была более рыхлая, более воздушная, корешки не загнивали. Эта почва, вот она с магазина, она плотная очень, она в процессе увлажнения она еще уплотнится, и корешки просто загниют, заболеют, даже если она и прогретая была. Теперь сыпем сюда песок. И еще есть такая не так давно открытая мною вещь, очень такая интересная вещь, называется вермикулит.
Он очень хорошо увлажняет почву, держит влажность, очень хорошо разрыхляет почву. И при всем при том, что вот это сеем, когда мелкие семена, их поливать нельзя. Вот этот вермикулит задерживает влагу. И эта влажность почвы держится очень долго, и семена успевают прорастать в ней. Вермикулит вот такой мелкий бывает. Бывает он вспученный, крупный. Нам тот не подходит. Нам подойдет вот именно вот этот, раскрошенный мелко до размеров песчинок. Берем тоже его одну часть. Его достаточно будет на эту почву. Все это ссыпаем. Наденем перчатку, потому что перемешивать это процесс долгий. Земля везде забьется. И тщательно ее перемешиваем. У нас должна получиться такая однородная масса. Это делается для того, чтобы полностью не было этих плотных комков, где останется просто земля. И опять же, по ходу дела выбираем эти комки, если не попадают. Почва немножко суховатая получилась из-за прогревания, потому что некоторую я раньше обрабатывала, она уже подсохла. Чуть-чуть ее увлажняем и тоже перемешиваем. Ну, совсем немножко надо. Уже я чувствую в руках, что влажность у нее получше. Увлажнится она еще, вам сейчас покажу, еще своеобразный посев с поливом, когда земля будет сразу очень влажная. Иногда вот это вот рекомендуют в микроволновках прогревать, рекомендуют иногда и выдерживать 2 недели. Но я вот проверила, и я сразу в тот же день пользуешься, она ничем не отличается. Что и продержал ее сколько-то времени, или непосредственно перед посевом ее в микроволновке прогрел. После духового шкафа, после духовки, может быть, ее и стоит. Она немножко прогорает, чтобы восстановились ее микробиологические свойства, подержать ее еще даже и на морозе. У нас еще время есть, 15-20 минут выдерживаем, у нас еще почти 10 минут есть. Для заполнения землей и для посева можно использовать вот такие коробочки. Это получается своеобразные теплички, позволяющие сюда насыпать достаточное количество земли. Можно использовать вот такие плошечки тоже. У нас они бывают иногда что-то покупаем, и можно их использовать для этого же. И можно сразу сеять вот в такие стаканчики. Готовые стаканчики, или даже использовать из-под йогурта маленькие стаканчики, заполнять землей и сразу туда сеять. Но для этого их надо будет там уже накрывать стеклом. Для того, чтобы посеять и положить почву, используем туда немножко дренаж, ложим. Вот такой есть керамзит мелкий. Но это был не мелкий, мы его раздолбили. Обычный керамзит мы его превратили в мелкий. Потому что тут крупный положить, он сразу всю емкость займет. На донышке дренаж. Он обеззараживания не требует, на нем никаких бактерий нет. Дренажку мы уложили, теперь мы насыпем туда почвы. По возможности ее тоже утрамбовываем, чтобы она не была рыхлая. Но примерно вот этого бывает достаточно. Чуть-чуть дренаж и небольшое количество почвы. Нам необходимо, чтобы сверху было побольше воздушное пространство. Все-таки растения должны и дышать. Теперь я еще покажу вам заполнить йогуртовые стаканчики. Берем стаканчик, насыпаем туда чуть-чуть дренажки и сверху опять ту же землю. Оставляем маленько на поверхности. Потом тут оставляем часть земли. Растения, когда растут, они все равно однозначно немножко вытягиваются. И мы имеем возможность сюда еще им по мере роста подсыпать немножко почвы под корень. Вот такая емкость. В этой емкости очень удобно, что здесь можно не поливать каждый стаканчик, опять же в стаканчиках не смывать рассаду. Поднимаете стаканчик, берете кувшинчик и туда чуть-чуть водички. Тут хватает 200 грамм воды, чтобы поддержать влажность в стаканчиках. Сверху накрывать надо будет или пленкой, или стеклом после посева. И ставить их на солнце, потому что вот некоторые растения любят прорастать на свету. Это относится и к землянике, относится ко многим цветам. Дельфиниум прорастает на свету, петуния прорастает только на свету. Если накроете ее землей, они у вас никогда не прорастут. Под стеклом, пожалуйста. Солнышко видят, радуются солнышку, тянутся. Когда растения начинают всходить, семена проклевываются, иногда бывает необходимо их подсветить. И я хочу сказать один полезный совет, тоже на ошибках я поняла, что вот лампы теплого света, желтый,
который дает желтый свет, растениям гораздо полезней, чем лампы холодного света. От холодного света они угнетаются почему-то. Вот я не знаю, чем это объяснить от лампочек, но свет желтой лампы для растений гораздо лучше. Вот растут огурчики, за окном мороз, света не хватает, а вот эта лампочка на них влияет благотворно. Прогретые семена, вот видите, поработала с ними, лучше он растет. И вот так что не ошибайтесь и воспользуйтесь советом. Ну, тут семечков очень мало. Вот их на дне поболтали, посмотрели, они на донышке. Теперь аккуратненько сливаем воду. Нам же их теперь от марганцовки надо промыть. Доливаем сюда чистой воды. Нам надо ее промыть. Там, где семян бывает мало и дорогие они, можно их прорастить прямо сразу на салфеточке и потом переносить уже на землю. Укладываем салфеточку, смачиваем водичкой. И вот теперь вот эти семечки, которые всего 4 штучки, сольем сюда их. Они все прямо под расчет. И вот закрываем крышечкой. Еще можно сделать сразу маркировочку на нее. Вот такие бывают в продаже эти. На бумажках писать быстро все смывается, там среда мокрая, и писать не ручкой, а писать именно карандашом. Это у нас толстушка в розовом. Пишем толстушка в розовом и дату посева. И туда кидаем. Это карандаш не смывается, тут лежит. И будем наблюдать. Как только прорастает, мы начнем их переносить в землю. Но это не скоро будет. Они иногда дней 10 лежат и не думают прорастать. После этого только начинают. Вся наша задача только следить теперь за влажностью. А влажность мы можем поддерживать только поливая из пульверизатора. Сбрызгивать туманом, потому что это тут сразу смоешь их совершенно. Эти семена уплывут куда-нибудь в сторону. И ставим их на солнышко. На солнышко ставим и наблюдаем потом в течение длительного времени, вот чтобы не пересохли. Вот с этими семенами у нас все. Нас пригласили в магазин «Дачник» на семинар. Мы сейчас поедем и посмотрим. Кроме того, нам обещали интервью с очень интересным человеком. Надеемся, что вам будет интересно. В магазине «Дачник» каждую субботу и воскресенье мы проводим для наших покупателей бесплатные семинары по агротехнике выращивания овощей и цветов. Ждем вас в 12 часов каждую субботу и воскресенье. Также в нашем магазине работает штатный агроном с 10 до 19. Можете прийти, задать вопрос индивидуально. Вам помогут решить ваш вопрос по агротехнике выращивания овощей и цветов. Ждем вас в нашем магазине. Вкратце расскажу изначально о компании, а потом уже о продукте. Компания находится в Московской области, город Волоколамск. Пирожки ранние, да, и ее просто-напросто свежую кушать. Поздняя спелая капуста, есть еще средняя ранняя капуста, просто не взяла сорт. Вот сейчас идет семинар, и заметьте, абсолютно бесплатно. Сегодняшняя тема – капуста. До этого выступал эксперт по почвам Руслан. Мы попробуем сейчас его поймать и взять у него интервью. Торгово-консультационный центр «Дачник» каждую субботу и воскресенье приглашает на бесплатные семинары для дачников и на курсы начинающих садоводов-огородников. С началом дачного сезона центр «Дачник» предлагает семена овощных и цветочных культур российских производителей. Ждем вас по адресу Борисовка 2, строение 6/1.
как обещали, мы встречаемся с интересным человеком, эксперт по почвам Руслан. Непосредственно расскажу о торфоземле 4 сезона компании Lama Torf. 4 сезона, как вы видите, как она упакована. То есть кубик, это хорошо сделан, универсальная земля. Непосредственно в состав земли 4 сезона компании Lama Torf входит верховой, низинный торф. Все микро- и макроэлементы находятся в низинном торфе. Верховой торф добавляется для того, чтобы почва могла дышать. То есть не было структуры. Абсолютно верно. Непосредственно в состав 4 сезона универсал входит агроперлит. Входит также фрезерованный с улучшенной структуры торф и комплексное бесхлорное удобрение фертика. Что вот бесхлорное, это очень важно. Это очень важно, конечно. Что немало важно, это упаковка продукции. То есть, если мы берем продукцию компании Lama Torf, начинаем трясти, мешочек у нас не рвется. Это очень важно. Хорошо тем, что пленка компания Lama Torf заказывает за границей. Он считается премиум класса, но по ценовой политике он намного дешевле. Это тоже очень важный аспект. Более чем важный аспект, я скажу. Конечно. Пойдем дальше. Непосредственно давайте сравним, наверное, цветочный каких-нибудь, чем отличается торфопродукт от почва грунта. Почва. И вот тоже интересный вопрос. Там, где земля добавлена, и просто на торфе. Грунт цветочную поляну. Вот, легонький, почти в 1,5-2 раза. Вот. Да, я согласен с вами, но если мы разрыхлим, Объемистей получается. сколько тут у нас? Она объемистей получается. Объем. Как говорится, разница налицо. Тоже важен ценовая политика. Опять туда же. Опять туда же. Вкратце скажу о компании Lama Torf. Компания создала ряд линеечек от эконом-класса до премиум-класса. А по составу? По составу отличается в том, Премиум что и эконом-класс. эконом. Они отличаются тем, что в эконом-класс добавляется также верховой низинный торф и песок. На карьере стоит у компании Lama Torf моющая станция, чтобы песок приходил уже без глины. Это очень важно, потому что в глине, как вы знаете, содержатся всякие бактерии, вредители попадаются. И потом у нас из-за этого не получается, растение не растет, то есть гибнет. Она уплотняет. Да. Уплотняет ее. И также, чем она отличается? Отличается тем, что в состав нашу дачу входит у компании Lama Torf азофоска. Это азот, фосфор, калий и макроэлементы. Это в эконом? Это в эконом-класс. В состав 4 сезона это премиум класса. Непосредственно сейчас вот мы видим грунт «Любимые цветы». В нее входит, содержит агроперлит. Агроперлит – это вспененный кварцевый песок. То есть, как говорится, Вот для чего? как губка. То есть, смотрите, бывает так, вы перелили цветочек. Бывает же? Бывает. Чуть-чуть не Очень часто углядели, бывает. да. Не перелили цветочек. А иногда бывает, вы уехали, не долили цветочек. Это хорошо тем агроперлит, тем, что он как работает как губка. То есть лишнюю влагу он впитывает в себя. Да, что очень важно. Стаканчиком. Да. Лишнюю влагу он впитывает, а когда вы уехали и не долили растение, он эту влагу отдает растению. И также, чем также отличается от эконом-класса 4 сезона Lama Torf и наша дача компании Lama Torf, тем, что в 4 сезона добавляется финское бесхлорное удобрение фертика. Флорика премиум-класса грунт. Мы потрогаем упаковочку. И Ощущение ее прочности. И пакетик сам очень легонький такие вот они. единственный из производителей, кто стал туда добавлять такое сумасшедшее удобрение, как удобрение пролонгированного действия со сроком 10 на 9 месяцев. Это же здорово. Это не то слово здорово, это прекрасно. Почему? Потому что насколько я знаю, все мы любители подкормить растения. Да. Но А тут мы посадили и забыли. Абсолютно Никакой верно. нам подкормки Да, и не надо. да. Земля, почва, она это содержит и отдает это постепенно. Я Постепенно. так поняла. Абсолютно верно. Очень постепенно отдает. Расскажу вам вкратце про эти удобрения пролонгированного действия. Это удобрение в яичной оболочке. То есть мы посадили цветочек. Цветочек начинает истощать грунт.
микро-макроэлементы, которого у него не хватает. Он начинает брать эти удобрения, эти микро-макроэлементы от гранул. Вот эти гранулы начинают постепенно отдавать, в почву. да. А почва отдает цветочку. Это во-первых. Во-вторых, чем хороши эти удобрения? Они никуда не исчезают. То есть эти гранулы остаются. Хороши тем, что эти гранулы еще и действуют как разрыхлитель в почве, чтобы почва торф не залеживался. Да, это тоже важно. То есть, чтобы почва дышала. Почва уплотняется за счет гранул. Конечно, торф не уплотняется. И в-третьих, в состав флорики входит также агроперлит. Ну и более чем важно еще, это ценовая политика. Да, и вот я уже тут сразу обратила внимание, в 2 раза один объем, 2,5 литра, а цена в 2 раза получилась. Разно. Ну, и, как я уже сказал, компания создавалась для того, чтобы на рынке было что выбирать. Спасибо, Руслан, за хорошую интересную информацию. И думаю, что она будет очень полезна для наших зрителей. Пожалуйста. Всего доброго, до свидания. Помните, мы с улицы на улице собирали снег. Мы его принесли. Теперь мы будем сеять петунию. Мы сначала по поверхности рассыпаем снег. Для чего это делается? Это у нас увлажнение почвы дополнительно идет. И потом мы семечки мелкие тут будем видеть. Их будет хорошо видно, как мы их разложили. Их легко будет этой палочкой, зубочисткой даже распределить, чтобы они не лежали друг у дружки рядышком. Тут в эту коробочку будем садить целых 3 сорта. Делаем разграничение. Разграничиваем. Камушками дорожку укладываем. В этом месте будет один сорт сидеть. В этом месте будет сидеть другой сорт. Вот так. Все, теперь они у нас не спутаются. Руки вытереть, мокрые семечки прилипнут к рукам. И они дрожжи, поэтому они не требуют никакой обработки. Мы их сразу сейчас высыпем. Вот их всего 10 штучек. И постараемся их по снегу так разложить. Почему это я делаю так на снег? Вот когда снег начнет таять, он начнет впитываться в землю. Он за собой тянет семена к земле ближе. Он их очень плотно притянет к себе. Это как сила натяжения, притяжения. Вот это из физики идет. И растение оказывается очень плотно на земле. Корешок сразу в землю уходит. И не успевает высохнуть. Он крепче получается растение. И сейчас мы следующий. Так, тут у нас розовые. Вот этикеточки сразу ставим сюда. Следующее идет. Семечки и кустики очень долго маленькие, они тут могут долго лежать. В этом вот прорастут, могут некоторое время тут расти, как в тепличке. Петуния у нас не требует холодовой обработки, это растение теплолюбивое, поэтому мы его сейчас сразу сеем. Петуния прорастает только на солнышке, поэтому ее землей присыпать никак нельзя. Загниет и ничего вы не получите. Вот это мы посеяли петунию. Берем ее в мешочек, плотненько завязываем, закрываем и тоже ставим на свет, на окошечко. Так, вот теперь можно точно таким же порядком на снег мы сеем землянику. Землянику очень хорошо, когда ее вот так посеяли, выждали, когда произойдет набухание, и на какое-то время все-таки поближе к стеклу, к окну, если есть куда вынести на холод, чтобы всего градусов 10 тепла было. Она так быстрее прорастает после холодовой. Все-таки в природе, если знаете, земляника в лесу растет, она же семена теряет. Они падают осенью, и все-таки зимой они промораживаются. У нас они хранились в комнатных условиях, они после тепла еще не успевают проснуться, а тут естественное просыпание, тем более талая вода, сами понимаете, очень благотворно сказывается на растениях. Сразу весна, они чувствуют весну и будут просыпаться. И вон мы их на снегу увидим, где они упали. Очень хорошо их видно становится, чтобы их сильно густо не натолкать. Еще один у нас есть. Профильтруем, фильтровальная бумага. Оп-оп-оп-оп. Вот и все. Тут у нас есть крышечка. Накрываем, хорошо защелкиваем.
Теперь только остается дожидаться, когда они начнут прорастать. Но они могут до месяца не прорасти. В течение вот 30 дней начнут прорастать. И будем ждать, когда они начнут выпускать настоящие листики, и начнем их пикировать в стаканчики. Вынесем через 2-3 дня, вынесем их в холодное помещение, чтобы они получили охлаждение и проснулись охотнее. А можно сразу вот так посеять сюда семечки. Тоже так же по типу, чтобы семечку видно было, чтобы она лучше туда вошла. Туда немножко снежку. Но тут мы сейчас не будем всю ее полностью садить. Принцип. Снег сыпем. Ложим сюда семечко по одной штучке. И потом вот так вот заготовлено стекло, чтобы не пораниться. Мы это стекло обклеили изолентой. И когда семена посеем, они там смоченные, мокрые, накрываем и тоже к окну ставим. И они будут у нас тут очень дружно прорастать. С этим, в принципе, все. Мы мелкие семена посеяли. Есть растения, которые более длительное охлаждение требуют. Это вот лаванда, 40 дней надо выдержать в холодильнике. После этого только она прорастет. Не хватит холода, можете не дождаться всходов, просто загниет. Так, и дельфиниум. Дельфиниум тоже требует стратификации. Продерживайте. И все эти растения не любят сильно большой засыпки землей. Чуть-чуть еще можно присыпать, но чтобы они видели солнышко. Они всходят на солнышке более охотно. Перцев, баклажанов и помидоров семена обрабатываются практически точно так же. На 15-20 минут мы помещаем их в слабо-розовый раствор марганцовки. И кроме того, мы еще их выдерживаем, сутки я выдерживаю их в зольном растворе. Можно в борной кислоте еще подержать. И если семена у вас старые, можно там подержать в растворе эпина, несколько капель там на стаканчик воды. Там рецепт написан, как это делается. Эпин способен разбудить семена долгого хранения. Но очень ценные помидоры, иногда семена приходится иногда будить. А зольный раствор мы делаем таким образом. Вот литровая банка воды. Туда насыпаем столовую ложечку золы. Закрываем крышечкой. И вот этот раствор у нас должен постоять сутки. Мы его время от времени взбалтываем и сутки выдерживаем. Потом верхнюю часть сливаем и используем для замачивания семян. Вот эти семена не любят пересадки, баклажаны и перцы. Мы их сразу можем посеять в эти одноразовые стаканчики маленькие, йогуртовые стаканчики или специальные маленькие емкости. И потом пересаживать постепенно в более большой стаканчик для того, чтобы корневая система постепенно могла занимать большую и большую площадь. За окном зима и мороз, очень холодно. Я хочу поделиться небольшим маленьким рецептом чая, который я приготовила прошлым летом. Листочек засушенной смородины и сухие ягоды той же смородины. Это мы все сейчас заварим. Немножечко сыпем. Где-то пару ложек сухого листа и небольшую горсточку ягодки. Заливаем кипяточком. Этот чай хорошо пить даже не с сахаром, а лучше всего с медом. А сейчас мы будем пить чай, набираться здоровья, чего и вам желаю. А с вами я прощаюсь. Это был сад-огород с Маргаритой Васильевной.